Приветствую, друзья! Сегодня продолжим разговор о философии. Почему важна философия? Потому что мир противоречив и находится в постоянном развитии. И то, что есть истина сейчас, уже в следующий момент может перестать быть таковой. Поэтому просто здравый смысл не всегда может помочь в познании окружающей нас действительности. На помощь ему должна прийти наука. Наука о всеобщих законах природы, человеческого общества и мышления, каковой и является философия. Итак, что есть наука? Наука — это не просто набор знаний, это система знаний. Науки на самом деле систем немного. Например, в физике их всего две. Это физика Ньютона и физика Эйнштейна. В философии их тоже фактически только две. Это формальная логика Аристотеля и диалектическая логика Гегеля. В каждой из них есть свои законы. Законы формальной логики следующие. Это закон тождества, закон недопустимости противоречия, закон исключенного третьего и закон достаточного основания. Так вот, законы формальной логики служат основой метафизического метода мышления, его теоретическим обоснованием. А метафизика – это способ мышления, рассматривающий явления вне их взаимных связей и без развития. Метафизическое мышление часто еще называют догматическим. Вот пример метафизического или догматического мышления. Некоторые люди говорят, что рыночная конкуренция – это хорошо. Якобы производители из-за конкурентной борьбы вынуждены снижать цены на товар и улучшать его качество. С точки зрения формальной логики, это безусловно так. Спорить с этим трудно. Однако, суждение это взято в отрыве от других аспектов нашей жизни и учитывает только конкретный момент времени. В этом слабость метафизики. Ситуация не рассматривается в развитии. А мы ведь знаем, что мир многогранен и многообразен. Каждый предмет имеет множество свойств, качеств. Например, стакан – это не только сосуд для жидкости, но и стеклянный цилиндр, тяжелый предмет и так далее. Его можно употребить не только для питья, но и для бросания в кого-нибудь. Или как помещение для пойманного насекомого. Итак, как я уже сказал ранее, окружающий нас мир противоречив. А формальная логика не допускает противоречия. Получается, что метафизика не позволяет нам полноценно познавать противоречивый мир. И тут нам на помощь приходит диалектическая логика или диалектика. Это альтернатива метафизики. Диалектика – это способ мышления, рассматривающий явления нашего мира во взаимосвязи и в развитии. Для примера рассмотрим вышеуказанную ситуацию с конкурентным рынком. На самом деле, если посмотреть на развитие рынка, то произойдет следующее. Любая борьба, в том числе конкурентная, предполагает победу одного и поражение другого. Значит, на рынке более сильный в конечном итоге вытеснит слабого или поглотит его. Либо игроки на рынке могут объединиться в какую-нибудь ассоциацию. Короче, любой рынок имеет тенденцию к монополии. То есть, когда на рынке остается всего один игрок. И тогда этот один игрок может себе позволить и повысить цену, да и в целях снижения своих издержек снизить качество товара. Как я уже упомянул, в виде теоретической системы диалектическую логику создал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, гениальный философ, представитель немецкой классической философии. Его книга «Наука логики» является одной из величайших философских творений. Однако Гегель был идеалистом, хотя и объективным. А для того, чтобы учение о диалектике стало применимо к природе и обществу, к политике и естествознанию, техническому прогрессу и обыденной жизни, его надо было поставить на материалистическую основу. Ибо на основе идеализма все вышеперечисленное не находило научного решения. Вот здесь мы должны сказать про то, что такое идеализм и материализм. Итак, философы делятся на материалистов и идеалистов в зависимости от того, как они отвечают на основной вопрос философии. Что первичнее, материя или сознание? Наша позиция в этом вопросе следующая. Мы применяем диалектику материалистически. Сам Гегель, применяя диалектику идеалистически, потерпел фиаско,
пытаясь сконструировать идеальное государство. Таким образом, требовался синтез, то есть соединение диалектики и материализма. Решение этой задачи выпало на долю Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Местом встречи диалектики и материализма стала история человечества. Диалектический материализм, примененный к истории человеческого общества, называется историческим материализмом. Под учение о диалектике был подведен солидный научный фундамент. Диалектический материализм нашел успешное применение в науке и практике. Таким образом, диалектический материализм является не только методом изучения различных явлений, но и мощным инструментом преобразования окружающей нас действительности. Точно так же, как и формальная логика, диалектика имеет свои законы. Их 3. И законы эти имеют всеобщий характер. Их действие распространяется на все, на природу, на общество и на мышление, то есть на все бытие. Первый закон диалектики – это закон единства и борьбы противоположностей. Противоположности – это такие стороны, которые всегда исключают друг друга, но при этом дополняют друг друга и находятся в неразрывном единстве. Пример. Свет, тьма, добро, зло, бытие, ничто. Одно отрицает другое, но существовать без своей противоположности не может. Противоположности, или еще говорят противоречия, также есть в каждом человеке. В любом человеке постоянно борются плохие и хорошие черты. Например, человек-мошенник. Казалось бы, плохой человек. Однако, даже в нем есть хорошие черты. В частности, умение вызвать доверие других людей. Причем эта хорошая черта помогает ему делать плохое дело. В общем, противоречия, они во всем. Они являются толчком к развитию. Нет противоречий, нет движения, нет развития. Второй закон. Закон перехода количества в качество. То есть множество количественных изменений приводят к качественному скачку. Явление или объект в результате накопившихся в нем количественных изменений переходит в иное качественное состояние. Классическим примером этого закона является превращение вода, лед, пар. По мере нагревания льда сначала происходит количественное изменение, то есть рост температуры. При 0 градусов Цельсия, несмотря на продолжение нагревания, температура льда перестает расти. Лед постепенно превращается в воду. Это уже изменение качества. Дальнейшее нагревание воды опять вызывает сначала количественные, то есть рост температуры, а затем и качественные изменения, то есть постепенное превращение в пар при 100 градусах Цельсия. Третий закон. Это закон отрицания. Он гласит, что некоторый объект или субъект развивается через отрицание части своих свойств, но после стадии отрицания возвращаются к этим свойствам, но на более высоком уровне. Речь, по сути, о развитии по спирали. Вот пример. Одно поколение семьи – рачительные хозяева, бережные накопители. Дети, в противоположность родителям, избалованы и ведут беспутный образ жизни, проматывают семейные богатства. А внуки, насмотревшись уже на своих родителей, возвращаются к хозяйственности, но уже не придают ей такого большого значения, отдавая дань отдыху и удовольствию. Вообще надо отличать формально-логическое отрицание и диалектическое. Диалектическое отрицание полностью не отвергает выдвинутый тезис, сохраняя в нем положительный момент. Диалектическое отрицание – это отрицание с удержанием. Его еще называют снятием. Например, социализм – это снятие капитализма. То есть социализм, рождаясь из капитализма, отрицает капитализм, но в нем еще остаются родимые пятна, элементы капитализма. Социализм сохраняет позитивные моменты капитализма, в частности, общественный характер производства. Все заводы и фабрики сохраняются и даже приумножаются. А вот распределение материальных благ становится более справедливым. Доступ к ним получает большее количество людей. Капитализм и социализм – это как отец и сын. Сын сохраняет в себе положительный момент отца, его генетику, воспитание, но при этом в своем развитии сын должен превзойти отца. Вот таково диалектическое отрицание. Вообще, в диалектике распространена так называемая диалектическая триада. Тезис, антитезис, синтез. Под тезисом подразумевается некоторая идея, теория или суждение. В качестве оппозиции к себе
тезис вызывает негативное утверждение, антитезис, то есть отрицание тезиса. Противоположность тезиса и антитезиса продолжается до тех пор, пока не находится такое решение, которое выходит за рамки и тезиса, и антитезиса, признавая, однако, их относительную ценность и пытаясь сохранить достоинство и избежать недостатков. И это решение, являющееся третьим диалектическим шагом, называется синтезисом или синтезом. Однажды достигнутый синтез, в свою очередь, может стать первой ступенью новой диалектической триады. Например, тезис: бурный промышленный рост вызывает ухудшение экологии. Антитезис: чтобы не было ухудшения экологии, надо закрыть промышленное производство. А это приведет к проблемам в экономике. И синтезис: надо развивать промышленное производство с помощью новейших технологий, которые не будут негативно влиять на экологию. Синтезис объединяет положительные моменты тезиса и антитезиса. Ну вот, дорогие друзья, это была попытка вкратце объяснить основные положения нашей философии. Диалектический материализм – это, повторюсь, мощнейший инструмент познания и преобразования окружающего нас мира. Это способ не стереотипного, не догматического мышления. Диалектическое мышление не является врожденным качеством. Его надо осваивать. Освоив его, мы поднимем наш уровень политической мысли на небывалую до сих пор высоту.